Военный конфликт, отключение России от свифта, отсутствие долларов, а точнее возможность их купить, снять наличными и даже вывести из страны. Все это приводит к тому, что крупнейший торговый партнер Кыргызстана сейчас просто, как правильно это сказать, то испытывает огромные трудности. Это, безусловно, влияет на нашу страну. И мне кажется, сейчас, именно в этот момент, одна очень интересная молодая индустрия, к которой лично я отношусь очень скептически, вырывается на буквально первые ряды. И это криптовалюта. Давайте сегодня попробуем чуть-чуть разобраться во всем этом. Я честно вам хочу сказать, что у меня до этого не было вообще там никаких кошельков, никаких вложений в криптовалюту, никакого касания вообще к этой теме. Вот, поэтому благодаря этому выпуску я надеюсь чуть больше разобраться и самое главное помочь разобраться вам во всем этом и понять, насколько это все серьезно и как это можно использовать. Погнали! Ну что, Егор, спасибо, что согласился на это интервью. Егор, директор, основатель, владелец компании SunScript, работает в России, точнее в Москве. Егор, ну такой вопрос самый главный, да, вот в связи с этими санкциями, отключением свифта, потом отсутствием доллара, какими-то всевозможными запретами на вывоз наличных. Что вообще происходит в Москве с криптой? Как это вообще используется? Так, ну вообще надо сказать, что, смотри, если мы говорим про крипту, как вот именно финансовый инструмент, потому что блокчейн нам дает много инструментов разных, если мы вот конкретно эту отрасль рассматриваем, финансовая, да, то в принципе, Москва всегда была и остается такой крупнейшей перевалкой именно фиатных денег скажем так, не в цифровые, а в крипту, потому что цифровые, это вот у всех есть онлайн-банкинг, там типа у тебя на счету цифровые деньги по большому счету, а именно деньги, которые на блокчейне, вот криптоактивы, Москва всегда являлась, и я думаю, в ближайшее будущее будет являться во всем мире, да. Это обусловлено там рядом, скажем так, схем. Можешь чуть-чуть поделиться? Мне кажется, это... Но это основная, это то, что самые большие рынки расположены в Москве, которые обслуживают все СНГ, и на этих рынках присутствуют, точнее, основные поставщики, это китайцы, которые, соответственно, просто используют крипту, чтобы отправлять средства туда, минуя банковскую систему. То есть вот эти вот Садовод. Да, Люблино, Фудсити, там, Южные ворота, их много, этих рынков, вот, они очень крупные, генерят кучу выручки, кучу наличных средств, поэтому банки просто их не могут, не умеют, или там это все долго, там свифты, шмифты, там это вообще стало не актуально. Вот, но на самом деле, то есть я вот в этой теме 2017 года, и, я просто благодарен судьбе, что я туда попал, потому что я всегда... То есть я сам 15 лет на рынках ценных бумаг работал, занимался облигациями, евробондами, то есть у меня серьезный финансовый бэкграунд, то есть я не просто с улицы пришел, а всегда я посылал сигнал в космос, что... Давай с самого начала. Именно IT и финансы, как-то вот совместить IT и финансы. И вот оно, да? И в 2017 году вот появилось, был тогда первый хайп битка, и все там, и вот как-то я в эту... Ну, у меня чуть другая история, то есть ко мне пришел мой друг и такой говорит, давай сделаем проект типа кредитования под криптовалюту, то есть как раз тем бизнесом, чем я занимался, то есть это carry trade, репо под ценные бумаги, то есть ты закладываешь эфир и получаешь какую-то там рублевую ликвидность под этот эфир, под залог эфира, то есть там marketplace делаешь. Ну, в 2017 году этот продукт я опережал время, он не был востребован, и сейчас, на самом деле, такие компании с этой идеей, то есть вот именно по
Это некий такой DeFi проект, Мгм. который основан на смарт-контракте. Сейчас там эти компании уже там с капитализацией больше $1 миллиарда. Вот, Офигеть. то есть в то время как бы еще не то время было. Но неважно. И вот как бы изначально, то есть так как вот я всю жизнь там был в финансовом секторе, я понимал, что как бы вот банки, сегодняшние банки, да, это как бы уже, ну, излишки. То есть, ну, я думаю, что их скоро вообще не будет, в принципе. Потому что, ну, если ты можешь без посредника пользоваться всеми финансовыми услугами, зачем тебе банки? Понимаешь? И, допустим, сейчас тот же вот рост, ну, наверное, у тебя слушатели за биткоином следят, да? Надеюсь. Ну, то есть недавно было 65, он там тысяч стоил. Да. Ну, наверное, все это помнят. Сейчас уже 39 на момент записи. Да, то есть, но это все связано с сильным развитием DeFi. То есть это означает то, что люди по всему миру, допустим, у которых нет доступа к финансовым услугам, к банкам, ну, допустим, возьми там, я не знаю, Пакистан, Индия, там, знаешь, там у людей просто их банк даже не пустит, понимаешь? А они суперактивны, им хочется работать. Вот, и поэтому вот именно DeFi проекты, они предоставляют, допустим, доступ к классическим финансовым рынкам, минуя банки. Вот, это новый виток таких финансовых отношений, вот, в которые я очень верю. То есть люди могут получить кредит без банка, без его надбавки от других людей. Да, Можно так сказать? да, конечно, да. Прикольно. Ну, это один из кредитов, другой ты можешь, наоборот, на депозите разместить средства. Вот. Это один из примеров там, использования банковских структур. Другое то, что сейчас и вообще, в принципе, то, что крипта нам дает, это, ну, вот, в выходные дни можешь в Австралию перевести $1 миллиард, к примеру? Ну, наверное, нет, да, потому что банки закрыты. Или даже не миллиард, ладно, чтобы не пугать. Миллион долларов. Не, $1, 50 центов там. Все равно не могу. Не Потому можешь, что да, закрыто. потому что все закрыто. А вот блокчейн и, в принципе, крипто, она работает 24/7, без выходных и без всего. Я иду в компанию Neo Capital, а точнее к ее основателю. Надеюсь, он нам поможет во всем разобраться. Пойдем. Улан, давай начнем с самых простых вещей. Что это вообще за блокчейн такое? Что за криптовалюта? Как можно проще. Можно проще, но постараюсь объяснить, почему это все стало популярно и так далее, потому что это все про деньги. То есть деньги — это самое, наверное, интересное, самое лучшее изобретение именно человечества. Вот. И сейчас об этом все говорят, потому что это имеет ценность. То есть о блокчейне как технология только знают гики, да, и как бы внедряться туда нам не обязательно как бы понимать. Вот ты, допустим, пользуешься интернетом, зачем тебе понимать там, как это работает и так далее. Ты просто юзер, да. Вот. И это все как бы хайп на блокчейне, это из-за того, что биткоин просто начал расти, да. Он превратился из-за того, как задумали как средство платежа, он просто превратился в средство накопления. И на данный момент биткоин является, говоря простым языком, цифровым золотом. И, допустим, для нас, криптоэнтузиастов, если у нас будет выбор, в чем хранить или что накапливать, то мы, конечно, выберем биткоин, чем любой другой актив. И, кстати, Нацбанк недавно начал продавать слитки золотые. Можно прям себе дома вот такую золотую штучку поставить. Да, но здесь есть момент. Во-первых, ты покупаешь слиток, да, ты уже регистрируешь, что у тебя этот слиток есть, да, это уже по безопасности, да, как бы есть вопросы. Во-вторых, ты не сможешь его сразу продать. Потому что есть свои какие-то процедуры продажи этих слитков. Да и хранить сложно. Да, и хранить сложно, да, по безопасности. То есть в этом плане биткоин соответствует всем тем требованиям, которые инвестор, да, либо обычный гражданин может получить. То есть это безопасность, это децентрализованность, это анонимность и так далее. Вот. И поэтому сейчас он так популярен, им пользуются. То есть я могу в любой момент как купить и так и продать биткоин. То есть 24/7. Вне зависимости от локации. Буду я находиться это в Кыргызстане, либо в Нью-Йорке, либо где-то в Африке. Вот в этом один из его больших плюсов. Ну, я так понимаю, это средство обмена, да, точно так же, как и деньги. Но вызывает опасение то, что нету никакого регулирующего органа. Он существует абсолютно сам по себе. Где-то там, в виртуальном мире,
и мы его не можем ни пощупать, ни увидеть. Более того, он еще каким-то образом каждый период, по-моему, 12 дней, да, он рождается. Ну, он, по сути, рождается каждые 10 минут, можно так сказать. Но если мы будем говорить о майнинге, как биткоины добывались, да, прописано в самом коде биткоина, что в начале, допустим, когда мы начинали добывать его, мы получаем вознаграждение 50 биткоинов, допустим, да, если мы майним. И каждые 4 года сокращается в геометрической регрессии, то есть в 2 раза. То есть на данный момент из 21 миллиона биткоинов добыто 18 миллионов 900 тысяч, ну там грубо плюс-минус еще. И все биткоины мы добудем только к 2140 году. Вот. И здесь, и как бы отвечаю сразу на вопрос твой, почему он растет в цене? Потому что он ограничен, его всего лишь 21 миллион. То есть это идеальное будет как бы средство платежа, он не подвергается, так скажем, инфляции и так далее. Да? И мы когда говорим, он не регулируется, либо у него там нет там регулятора, да, это и к лучшему. Потому что, ну, допустим, хорошо, любая валюта, фиатные деньги мы так их называем, да, неважно, это сом, доллар, да, вот вроде бы доллар. Классная валюта, мы все там любим говорить в долларах, накопление в долларах, считать богатство в долларах, да, но во время пандемии Америка напечатала триллионы долларов, да, и то есть то вчера, допустим, покупательская способность моих 5 долларов, да, она была другая, сегодня она совсем другая. И как бы справедливо ли это по отношению ко мне? Думаю, нет. Улан, я с тобой соглашусь, но точно так же можно парировать. Я купил биткоин на высоте за 50 тысяч, а сейчас он 35 тысяч. Это тоже несправедливо. И это произошло там очень быстро, буквально там на сколько? На 30% он обвалился, можно сказать, за несколько месяцев. Это своего рода, ну, назовем это инфляцией или там как угодно, да. Факт в том, что он подешевел. Это связано с какими-то внешними факторами? Ну, на это влияет очень много факторов. Мы так скажем, это не инфляция, назовем это коррекцией. Да? Здесь нету регуляторов, но есть манипуляторы уже. Допустим, раньше он рос более постепенно, было более понятно, да, и рост был более такой, так скажем, предсказуемый, да, так скажем, вот, то сейчас, когда есть какие-то манипуляторы, да, есть биржи и так далее, то есть цена любого, так скажем, продукта формируется от спроса и предложения, верно? То есть здесь уже какие-то манипуляторы, плюс какие-то политические кризисы, да, возможно, и так далее. Биткоину уже 13 лет, это уже какая-то история, и мы видим, что он все время растет, как бы он ни падал, он растет еще больше, да. Если вопрос стоит в том, что инвестировать ли в биткоин, я именно говорим про биткоин, да, то безусловно да. То есть неважно на какой цене. То есть если вы будете спрашивать меня там, вот он стоит сейчас там, допустим, 43, да, сейчас курс. Когда он стоил 65, я даже говорил, да, можно покупать. Если мы говорим про долгосрок. Если вы хотите манипулировать на нем, то есть сейчас купил и сразу продал, это уже трейдинг. Это уже так же, как и фонда и так далее, да. То есть это спрос-предложение. Ты играешь на цене. Но если ты играешь в долгую, как Уоррен Баффет, то тогда да, ты должен покупать его при любой цене. Потому что он ограничен, людей становится все больше, а биткоин ограничен. То есть здесь уже логика. Он не всегда будет иметь ценность. Почему он безопасен? Да? Я сейчас как бы очень сложно будет объяснить это простым языком. Ну, допустим, то, что если есть какой-то банк, да, либо институт, либо любая компания, да, она централизована. Кто-то может допустить какую-то ошибку, либо сам создавать курс и так далее, да, то в блокчейне это децентрализованная система, допустим, да, участников, что я не могу, как мы ведем как будто одну бухгалтерскую книгу, где мы должны оба подтверждать. И я не могу не обмануть ни тебя, ни ты меня, ни мы третьего. То есть здесь все открыто и прозрачно, и мы можем проследить любую транзакцию, допустим, от момента создания по сегодняшний день. То есть вот это вот блоков биткоин, хашев, да, вот, ну, так скажем, хэшев, да, вот. Это очень сложно объяснить, то, грубо, если просто говорить простым языком, это история транзакций, подтвержденная всеми участниками этой сети, вот, и это, так скажем, открытая бухгалтерская книга у всех. Вот. И поэтому она супер безопасна. Ее невозможно взломать, потому что даже в теории, чтобы ее взломать, надо обладать 51% мощностью всех компьютеров. То есть на данный момент, так скажем, блокчейн биткоин — это самая защищенная сеть в мире. Что касается Москвы, то есть, конечно... Вот да, сейчас там как все изменилось-то? Очень сильно изменилось, очень сильно изменилось. Во-первых, все думают, как сейчас вообще работать с миром
вне России, потому что в России, в принципе, ничего не производят, а закупать надо. И вот как все это будет происходить. Поэтому очень много запросов как бы отладить, отрегулировать вот как-то вот этот поток финансовый. При этом в России, допустим, глава ЦБ Набиуллина, она всегда была против криптовалют, но при этом... И Яров об этом высказывал. Да, но при этом она говорит, что мы хотим сделать крипторубль. То есть, Ну, ей нравится идея, но желательно, чтобы под ЦБ был. да, я так да, думаю. но как бы, конечно, как бы признание криптовалюты, оно может повлечь за собой отток капитала из страны. Это, конечно, огромная проблема. Но, допустим, международные корпорации, даже российские, то есть вот как они сейчас будут работать с другим миром, покупать там, я не знаю, запчасти какие-то, там трубу обслуживать, знаешь, что. Вот. Как им это делать? Как вообще им не это понимаю. делать, сейчас никто не знает. Или какие-то там офисы по всему миру, вот как им обслуживать. То есть все это закрыто. Ну, давай, слушай, прямой задам тебе вопрос. Давай. Вот ты же наверняка следишь за потоками, да, насколько фиатные деньги преобразовываются в крипту и обратно. Вот после начала всего этого в феврале, да, Мгм. как это изменилось? В большую сторону стало таких сделок или наоборот уменьшилось? В марте, наверное, скорее. В феврале еще все спокойненько так было. Ну, Конец февраля, март, конец да? февраля, да. А, Ты 24 февраля. Да, типа, да, точно. та самая. Олимпиада кончилась, и все началось, точно. Потоки увеличились в разы. В разы. В разы. То есть правильно будет сказать, что сейчас российские предприниматели, да и не только, все те, кто там работает, в криптовалюте, вообще во всей этой истории увидели способ выйти снова на международные рынки. Это раз. Во-вторых, это дает тебе некую свободу действий финансовых. То есть тебя никто не заблокирует вовне. Ты там под санкциями, тебя там Никакой банковский счет- виза, не мастер-карт. Да, то есть у тебя там, получается, что тебе не заблокируют счет в банке, тебе не нужно писать в банк, там, типа, там, предоставлять свои там какие-то сведения. Ну, то есть банки не будут тебе руки выкручивать, ты как бы свободен в своих действиях. Естественно, есть риски, то есть риски, что там биржи блокируют, но это уже другая тема, то есть где держать, где хранить криптосредства, это другая тематика. Про карты, кстати говоря, в принципе, они же тоже востребованы, и сейчас, я, честно говоря, просто у меня руки не доходились, потому что не было необходимости. Сейчас я в процессе изучения этой темы, то есть как... Их очень много, этих проектов, их там порядка 50, которые карта, Visa, MasterCard привязана к твоему криптокошельку. Ты можешь ей там типа Apple Pay или где хочешь рассчитываться. Ну, скорее всего, это не для российских кошельков. Ну, теперь уже наверное, услуга. да. Ну, подожди, давай так. Как понять, российский это кошелек или не российский? Ну, Можно там только на по VPN. Ну да. Или если ты верифицирован на бирже, да? Да. Ну, на бирже сейчас, наверное, держать не стоит, ну, можно держать на сторонних кошельках и там пользоваться VPN, к примеру. И вообще тогда... Ну, то есть, я просто не понимаю, как по-другому можно определить И привязку невозможно кошелька. следить, да? Ну, наверное, да, потому что тем более кошельки, в принципе, децентрализованы, и вообще, в принципе, философия блокчейна – это децентрализация. То есть, что это означает? Это ключевая тема, вот надо в ней, вот ее надо понять. Децентрализация – это то, что комьюнити или общество принимает решения. То есть, нету какого-то централизованного сервера или аппарата, который будет тебе говорить, нет, вот это нельзя делать. Есть там сообщество, которому принадлежит какой-то продукт, и в этом сообществе есть определенные правила. Вот, то есть правила там... Всем известны, Всем которые известно. невозможно поменять. Да, не как Конституцию переписалась. Переписалась. Да, Ха-ха-ха-ха, я пошутил. то есть все, там правила, вот есть правила, которые прописаны смарт-контрактом, где человеческий фактор полностью исключен. Я вообще думаю, что в принципе, ну, я могу ошибаться, я как бы не философ и не мыслитель, но в принципе сообщество или вот, там, не знаю, какая-то страна, которая построена на DAO, да, на DAO это децентрализованная автономная организация, где все прописано, все правила прописаны в смарт-контракте. Но мне кажется, вот такие вот, как бы это назвать, спецоперации или по факту военные действия, они просто не будут недопустимы. И плюс там, ну, Конституцию нельзя будет поменять. То есть там правила будут регламентированы, люди будут понимать, в каком они обществе живут. Понятно. То есть, ну, мне кажется, за этим будущее. Посмотрим.
Я тоже так надеюсь. Если честно, я сам раньше в особо вот в крипту не верил и как-то относился к ней холодно. Но вот ровно до, можно сказать, февраля этого года я понял, зачем она нужна и насколько она на самом деле сейчас, вот, ну, не секрет, у меня тоже свой рынок здесь вещевой, один из крупнейших в Центральной Азии. И, конечно, наши, ну, назовем их, оптовики испытывают проблемы в Москве, потому что с ними расплачиваются в рублях. Что с ними делать, непонятно, они обесцениваются, никто их брать не хочет. Но я так понимаю, в Москве рубли принимают за криптовалюту. Да. Это нормальная это тема. нормальная тема, это рабочая история, да. То есть... Потому что сейчас, насколько я понял, в Москве за рубли невозможно, даже если очень хочешь, купить большое количество долларов, там, условно, миллион. Ну, вроде 100 как тысяч. сейчас, я сейчас просто не особо в новостном потоке отключился от него, потому что Там ну, чуть ли не что-то- $5000 максимум можно купить. снять юрлицо. со счета, по-моему, или не знаю, там какие-то безумные правила. В любом Да, случае, они постоянно вот да, в штампуются. любом случае, как бы ты же пойдешь не в обменник, ты пойдешь к людям, которых ты знаешь, там, если тем более большая сумма. Вот. Я, если честно, просто не силен именно вот в обмене рубль-доллар. Вот. Ну, наверное, там какой-то все равно есть, конечно, какой-то кипиш. Ну, в общем, в любом случае принимается этот рубль. Да, все, и у тебя на кошельке крипта, который ты можешь по всему миру отправлять и спокойно пользоваться ей. Вот. Круто. Осталось решить квест, привязать карточку к счету, и в принципе вообще проблем никаких нет. Дальше Ты можешь, путешествуй, да, работай. конечно, да, путешествие, работать, то есть, но ты вот, видишь, подметил, ты говоришь, в феврале этого года ты только пришел к теме, когда Да, ты да, понял, да. что это вот потоки. А есть же еще куча других тем, которые там можно пользоваться как блокчейном. Я хотел бы обсудить самые вот такие болезненные две вещи для меня. Первое – это торговля вот на этих всевозможных биржах, покупка, продажа, торговля при помощи каких-то ботов специальных. Как ты вообще на это все смотришь? Ну, смотри, я для себя точно эту тему закрыл, потому что, в принципе, я ни одного трейдера не знаю, скажем так, который в лонгране, там, в горизонте там, более 3 лет, там, показывает там доходность, да, то есть они могут показать полгода доходность, год доходность, но в любом случае рано или поздно все въебываются, потому что прилетает черный лебедь. Ну, короче, да, теория такая, что черный лебедь прилетает, когда его никто не ожидает. Вот, ну вот, соответственно, я лично для себя, я торговать не умею, слишком импульсивный и так далее. В алгоритмическую торговлю, то, что ты говоришь на ботах или на роботах, я тоже не верю, потому что это то же самое происходит. Человек же пишет эти алгоритмы для роботов, то есть они просто исполняют, убирают эмоции. Да, вот когда убираешь эмоции, это точно положительно сказывается на торговлю. Но в любом случае, ну, на мой взгляд, я, может быть, не обладаю определенными знаниями, но, на мой взгляд, нет такого, знаешь, там, типа, правила, вот ты этому правилу следуешь, ты всегда будешь получать доходность. Ну, Это, в общем, на торговле. Есть депозиты, которые тебе там дают там регулярную доходность фиксированную, там, или облигации, где есть фиксированная доходность. А вот именно в торговле я что-то как-то не особо верю. понятно. Ну, тогда второй вопрос – майнинг. Как Майнинг. ты к этому относишься? Но отношусь это как одна из, скажем так, отраслей в блокчейне, да. В принципе, вот майнинг, надо же понимать, что такое майнинг. То есть, допустим, мы с тобой берем сеть биткоина, да, ну, как основная сеть. Берем эти асиксы. Да, асики на том, что дает эту сеть поддерживать. То есть асики — это то, что эту сеть поддерживает. Допустим, мы с тобой говорим, там, типа, ты мне говоришь, я тебе 1 биткоин там вышли. Вот. Соответственно, ты этот биткоин мне высылаешь, а кто это все подтверждает? И именно вот эти асики, они и есть те люди, точнее, не люди, а Те машинки, которые делают. это вообще алгоритм. Алгоритм, который подтверждает в данном случае нашу транзакцию. То есть он ее хэширует и за это получает вознаграждение плюс нашу комиссию. Понятно. Вот. Когда там сеть переполнена, комиссии возрастают, когда сеть не переполнена, комиссии падают. Вот суть такова, что это алгоритмом прописано, что просто асики, на примере биткоина, это
те аппараты, которые поддерживают сеть, чтобы она жила и работала. Ну За давай это они проще. Я понял, зачем они нужны, но стоит ли свои денежки туда вкладывать и пробовать майнить? Здесь много разных факторов. То есть программы, допустим, вот to Mine. Вот to Mine программа, она тебе точно делает расчеты по доходности. То есть, грубо говоря, ты забиваешь туда, допустим, сколько терахэшей или хэшей тебе дает аппарат определенный, там, который ты хочешь купить. Сколько у тебя стоит электроэнергия. Сколько этот аппарат потребляет электричку. Соответственно, ты забиваешь все эти параметры, и он тебе дает на сегодняшний день прогнозируемую доходность суточную. Это при том курсе биткоина, который На сегодня. сегодня, да. Завтра он может еще обвалиться, и все станет еще печальнее. Да. А может и вырасти. Да. И ты тогда здесь станет еще веселее. все правильно. Потом ты смотришь, по какой-то цене его покупаешь, этот аппарат. Потому что, как правило, аппараты, вот асики, допустим, они привязаны к цене биткоина. И вот на сегодняшний день они очень дорогие. Почему? Потому что люди их купили, когда биткоин был 65, а продать не смогли. Сейчас он 38, цены еще пока не порезали, минус они не хотят фиксировать, поэтому на сегодняшний день там... Я слышал, по 8 тысяч продают, там, у которых там Ну, 80-100 слушай, их 100 тысяч терахэш, это, по-моему, S19 Pro, если я не ошибаюсь. Я просто не особо силен. Но в любом случае, это как бы, вот, я не знаю, вот, допустим, карьер, это хорошо или плохо? Типа, вот ты строитель, ты покупаешь карьер для производства, создания там дома или чего-то такого. Там, Тогда логично. Тогда логично, да. Может, у тебя там мощности какие-то по электричке есть, там, которые ты не используешь. Вот у нас в Центральной Азии с этим вообще очень грустно. Недавно вообще полностью отключилась электроэнергия. Вот. Но я знаю то, что в России много электроэнергии с избытком. Да, в России много, а понимаешь, люди просто не понимают, что... Ну, то есть, опять же, у нас же какая подход в России? Все запретить. Вместо того, чтобы ты мог занять там лидирующие позиции в мире, даже с той же электроэнергией, которая вообще не востребована. То есть экономики и производства как такового вообще нету. Займи лидирующие позиции по хэшированию, по добыче биткоина. Нет, у нас все запрещают, вместо того, чтобы как бы развивать, давать там, не знаю, там потребление электричества. То есть, ну, много вот таких рисков, то есть, понимаешь, и политических, и сегодня вроде как можно, да, еще ну, можно, а России. представляешь, что тебе в любой день закроют. Вот в Китае, возьмем Китай, да, когда был обвал рынка там по крипте, он был с чем связан? В том, что в Китае запретили майнить. Разом, понимаешь? И там все сразу рухнуло, биткоин рухнул. Но в любом случае рынок молодой, то есть я имею в виду крипторынок, он молодой, он будет, в любом случае волатильность будет высокая, это как бы понятно. Вот. Но уже сегодня мы можем наблюдать, когда вот начались вот эти все военные действия, вот этот вот бардак весь начался, понаблюдай, как Сбербанк в Англии, там 1 цент он стоил, понимаешь, он упал на 90%, понимаешь, а крипта при этом там, 5 стоит на месте. При этом я в свое время с товарищем, мы даже с ним спорили, вот, допустим, есть там Moody's, Fitch, там вот эти агентства, которые там рейтинги, да, я говорю, вот на твой взгляд, что более рискованно, скажем так, да? Сбербанк или там Binance биржа? Он говорит, да, конечно, Сбербанк, он как бы более там фундаментальный, да? Да, чего бояться, Чего бояться, да? Надо! А получилось, что все наоборот, понимаешь? И криптобиржа, да? Хотя у меня по Binance вообще очень такое отношение плохое. То есть, чтобы ты понял, у них даже юр-адреса нет у Binance, понимаешь? У крупнейшей корпорации. И поддержка ужасно работает, блокирует кошельки, то есть надо быть крайне аккуратным. Но это было все до этого, до всех этих событий. Вот мы с ним беседовали, типа, у кого рейтинг доверия или там кредитоспособности выше, да? Вот, он мне доказывал, что Сбербанк, а видишь, как показала практика, все наоборот. Все наоборот, да. Давайте рассмотрим самую распространенную ошибку, которую делает большинство людей. Они хотят заработать на купле-продаже той или иной валюты. Вот я открыл сейчас биржу, и тут показывается, как с 2018 года по сегодняшнее время менялась стоимость биткоина. И вот если посмотрите, то вот
в начале все так более-менее плавно, а потом пошел резкий рост, хайп, и действительно на этом моменте очень много информационных ресурсов стало говорить об этом. Все больше людей стало об этом узнавать, и захотели они, ну, грубо говоря, заработать на этом. И вот цена, благодаря вот этим покупкам людей, которые тоже захотели на этом заработать, но ничего не понимая об этом, цена там взлетела условно до 60 с чем-то тысяч долларов за один биткоин. Ну а дальше уже другие люди, которые, наверное, больше в этом разбираются, начали его продавать. После чего цена упала до, ну, практически в 2 раза. И вот обычные люди, которые хотят, ну, называется это спекулировать, да, на самом деле могут попасться в эту ловушку. Вообще история биржи насчитывает более 100 лет. И в этом нужно уметь разбираться. Это определенная профессия со своими правилами. Просто зайти сюда, вложить последние деньги и думать то, что вы разбогатеете мгновенно, это, скорее всего, большая ошибка. Возможно, это будет даже самая большая ошибка в вашей жизни. Поэтому лично я хотел бы вас предостеречь. Не занимайтесь этим, если вы в этом не разбираетесь. Вот этот график показывает взлеты и падения миллионов людей. Мне кажется, что здесь гораздо большее количество людей упало, и совсем маленькое количество людей взлетело. Где вы будете, решать вам. И давай тогда сейчас перейдем непосредственно к вашей компании. Все-таки у нас блок про конкретный бизнес, да, а не про индустрию. И расскажи чуть-чуть о вашей компании, да, чем вы зарабатываете, какими услугами и насколько это у вас успешно получается. Ну, все началось вообще-то 5 лет назад, когда я начал более-менее изучать крипту. Спасибо Данилу Вартанову, привет ему, моему GSD. Вот он здесь был как бы один из первых криптоэнтузиастов, который читал даже лекции, объяснял это правительству Кыргызской республики, аппарату. Вот. И кстати, вот недавно вышел закон о регулировании криптовалют. Да, но он еще сырой и довольно непонятный. То есть у нас... Если для тебя непонятно, то для обычных граждан вообще тогда no chance. Да, ну, я думаю, будем разбираться. Окей, да. Возвращаясь на 5 лет назад, да. Когда я хотел тогда создать такую компанию, чтобы этим заниматься, в это никто вообще не верил, то есть там единицы знали. Он тогда стоил типа 2500 долларов, вот. И я не поверил в себя, так скажем, и отбросил эту идею. Но в прошлом году уже на хайпе я вернулся в эту стезю, потому что уже мое окружение, с которым я хотел бы работать и так далее, они уже занимались этим, да, кто-то даже из знакомых начал бизнес на этой платформе, это как обучение и так далее, да, вот, и просто у меня получилось создать очень хорошую команду, которая компетентна, которая в этом, ну не вчера там, да, там как многие сейчас такие псевдокриптоэнтузиасты, ты понимаешь, о чем я, да, то есть куда ветер подует, они туда и идут, да, вот, то есть получилось создать команду и построить эту компанию, чтобы говорить объективно о крипте, показывать обратную сторону медали и говорить открыто. То есть... нет, подожди, это что, университет какой-то? Вы же нет, должны... нет, здесь не университет. Вот здесь вот самая главная и проблема, и, так скажем, наоборот, выгода, что крипта — это довольно новая индустрия, и здесь невозможно сказать, типа, я эксперт, да, а эксперт, хорошо, у тебя что, диплом, да, или что-то ты там что-то проходил и так далее. То есть здесь только чисто опыт, ты показываешь свой опыт, ты показываешь свой результат в крипте, ты рассказываешь, и человек уже как бы, ну, понимает, ты компетентен или нет. И на данный момент я считаю, что наша команда более компетентна, чем многие на рынке. Слушай, ну я вот смотрю, сколько у вас людей, примерно понимаю то, что у них зарплата не 20 тысяч в месяц. Мы сидим в Шератоне, здесь я тоже снимал выпуск. В Новотеле, I'm sorry. Sorry for what? И я примерно понимаю, что ваши издержки куда больше тех денег, которые ты сейчас назвал, которые в теории вы могли бы получать на обучение. То есть это скорее как бы такие услуги, которые приводят к вам клиентов, да, и выводят уже их на более другой уровень, где вы можете предложить другие услуги в виде
вами созданных NFT токенов. Такой принцип работы компании? Ну, мы еще занимаемся консультационными услугами. Допустим, ты абсолютно в этом прав, что мы, так скажем, не про то, чтобы быстро и легко заработать, да. Выбор Новотеля, он был тоже как бы не просто так, что это сейчас, на сегодня это лучший отель, здесь мало всего. Я был в Авангарде, кстати, и хотел снять там в начале офиса, но там было Финика, ты понимаешь, да, это все, это уже тень. Я не хотел даже, чтобы, ну, как-то ассоциировалось и так далее, и хотел как бы все с чистого листа, в лучшем отеле и так далее. Ну ты Вот. капец дорогой лист выбрал. Да, ну ты хочешь быть лучшим, как бы начиная с этого. Понятно. Вот. То есть мы начали с этого, вот, и в нашей компании, возвращаясь к тому, что там, да, у нас нету, так скажем, зарплат. Мы платим зарплаты, мы начисляем минимальную сумму, чтобы платить налоги и так далее, но остальное у нас нету зарплат. То есть, по сути, мы как стартап идем, да, и вся моя команда, сразу я определил то, что я им даю просто долю от компании, вот, и поэтому мы вот прям настоящие энтузиасты. Фига себе. Так, Вот. сколько у вас, как распределяются доли среди ваших сотрудников? Это секрет или? Ну да, это уже как бы коммерческая тайна, да, у кого какая доля, я думаю, ну, об этом не будем обсуждать на влог, да, Понятно. но еще есть такой метод, допустим, заработка, да, к примеру, это такой как бы success fee, да, от успеха. То есть если ты, допустим, уже прошел NeoStart, ты прошел там NeoInvest, и ты понимаешь, что, допустим, ну, у нас есть в команде Санджар, который в этом 5 лет, у него прекрасные результаты и так далее, и он, конечно же, компетентен будет более, чем ты, да. И, допустим, ты хочешь вложить там в это там энную сумму, ну, допустим, $100 000, да. Но ты понимаешь, что рынок волатильный, ты не понимаешь, столько криптовалют, куда вкладывать, почему, какие пары там, да, как это, как хранить потом, какой кошелек выбрать, на бирже это, да, там, и либо на холодном кошельке, на горячем кошельке. И мы здесь выступаем тебе в роли консультантов и сразу оговариваем с тобой, что, допустим, ты вкладываешь деньги, они принадлежат тебе, мы ими не можем не управлять ничего, мы только тебе даем советы, когда надо продать, купить, обменять, что-то докупить, да, что-то сбросить. И оговариваем с тобой, допустим, сроки. И ты говоришь, допустим, ребята, я вкладываю 100 000 в свой кошелек, вы мне консультируете год, от профита вы, допустим, берете там, ну, допустим, 30%. То есть А вы за наши 30% консультанты. берете? Ну, это очень индивидуально, но пока из нашего опыта мы берем минус 30%. Это минимально, то есть мы берем 30% от профита. А если погорел человек? Если погорел, то вот здесь есть классная вещь, как бы, то, что если погорел, мы не несем риски с ним. Почему? Потому что мы не советуем то, что не делаем сами. То есть мы можем показать там свой кошелек клиенту, типа, ну, если ты прогорел, ты понимаешь, что я тоже прогорел. То есть, Блин, и мы классная рассматриваем на бизнес-схема. долгосрок. Если выиграл 30%, если проиграл, сам дурак. Да. Ну, интересно. Но мы можем это доказать, потому что у нас уже есть клиенты, кстати, им привет, которые пришли, тоже вначале были как ты, Ага. они даже не готовы были платить 20%. Мгм. И такие, нет, они закупили криптовалюту, не слушались нас где-то, пошла просадка, мы им говорим, надо делать вот так, они этого не делали. Они даже сказали, типа, зачем нам проходить типа, курс, мы потом его пройдем, вот мы хотим купить валюту, да. Но потом они пришли к выводу, что, нет, оказывается, с нами лучше. То есть, когда они обожглись и поняли, я лучше заработаю и отдам 30% компетентным этим людям, то есть, чем я буду сам мучиться. Но это так же, как и сильно развивается с консалтинг, да, к примеру. Слушай, Улан, я понимаю, то есть вот эта история, она как бы подтверждает твои слова, что услуга действительно ценная. Но давай обратимся к статистике, да, сколько у вас клиентов, которых вы консультируете по крипте, и сколько из них в плюсе, и сколько из них в минусе? Ну, не называя фамилии, примерно можешь сказать? Ну, во-первых, мы работаем с прошлого года, так скажем, почти с конца, там, с осени, да. Клиентов у нас не так-то много сейчас. Ну, примерно. Ну, допустим, 10, 100. чуть больше 10 человек Так. для начала, да. Кто-то в плюсе, кто-то в минусе. Но, обратно, кто в минусе, допустим, они... Сейчас в минусе, потом могут да, быть в плюсе. Да, они будут в плюсе. Но смотри, здесь еще сразу мы обговариваем с клиентом. В чем ты считаешь свое богатство? Вот, допустим, если мы сейчас разговариваем с тобой, ты пока не в крипте, ты считаешь их в долларах, правильно?
Ну нет, мое богатство это уже более философский вопрос, да? Я к нему, у меня долларов на счету практически нет, но тем не менее я чувствую себя богатым. Ну давай такой пример просто. Допустим, мы занимаемся с тобой бычками. Мгм. Допустим, мы начали бизнес с бычками, да? У нас есть бычки, есть их. Так, есть ладно, сегодня подожди, продажная мы стоимость. ушли от статистики к бычкам, не ответив Нет, про статистику. Я вот хочу про тебе рассказать про статистику. Так, хорошо. Вот, мы берем бычков, допустим. Так. Просто чтобы на биткоине это будет не совсем сразу понятно, что у нас богатство есть и в бычках, Так. и есть их продажная стоимость, да? Да. Сегодня у нас 100 бычков, допустим, стоит 1 000 000. Но цена на бычков упала, к примеру, да? Там на 2-3 месяца. Но у нас стало 200 бычков. И вопрос такой, в чем ты считаешь свое богатство? В бычках, либо в тех деньгах, на которых можно продать? Вот видишь, это очень спорный вопрос. И здесь также у Ну, нас для есть меня клиенты. все просто, да, то есть если, например, сейчас зима, у меня нету сена и бычков стало 200, то, конечно, они стоят гораздо дешевле, их нужно продать, пока они не сдохли от голода. А если сейчас их 200 и цена их высока, то я прям счастлив и потихонечку их буду резать в зависимости от спроса. Но, возвращаясь к вопросу моему, да, вот на сегодняшний момент, сколько из этих более 10 клиентов, грубо говоря, в плюсе, именно в долларах, давай так, чтобы это было более понятно, а сколько из них пока в минусе, в процентном соотношении? Ну, на начале года, на конец года все клиенты были в плюсе. И на начало года все клиенты были в плюсе прям. Потом, потому что портфели разные, да, они где-то сами выбирали и так далее. Некоторые просели, некоторые нет. То есть вот я могу так, ну потому что весь рынок упал. Ну, в процентном соотношении сколько Ну, из в них процентном просело? соотношении, я думаю, где-то 80-20. 80 просело, 20 пока в плюсе, да? Ну, нет, как бы наоборот, если мы считаем в крипте. Если мы считаем в Да. крипте, то наоборот. А если мы считаем в деньгах, Да, в то, деньгах. наверное, 50 на 50. Мгм. Потому что сейчас все упало, как бы вот, и только из-за этого. То есть, если мы сейчас будем мы снимали бы выпуск с тобой, допустим, бы в январе в начале, либо в конце декабря, то я бы сказал, все 100%, все в плюсе, да. Но Потому потом что был растущий январь, рынок. да, и Да. там все, Да, и потом все пошло вниз. что-то пошло не так. Ну, хорошо, Улан, спасибо, Все. удачи. Внимание, конкурс. Напишите в комментариях, как вы думаете, блокчейн может изменить нашу жизнь. Мы выберем 10 самых лучших комментариев и разыграем среди них курс Neo Start компании Neo Capital. Условия конкурса вам понятны, ну и, конечно же, вы должны быть подписаны на YouTube канал. Можете еще лайк поставить. Ну что, настало время подводить итоги. Что хочется сказать в конце? Я не ожидал то, что вот криптовалюта настолько ворвется в нашу жизнь. Честно скажу, всегда относился к ней скептически и ни за что не предполагал, что это как-либо будет использовано мной. Но сейчас, в нынешней ситуации, я вижу, что это необходимо. И поймите меня правильно, я сейчас не призываю к тому, чтобы покупать какие-то коины, биткоины, какую-то криптовалюту, или же начать срочно майнить, или же начать работать на бирже, покупать, продавать. Я сейчас призываю именно к тому, чтобы вы разобрались во всем этом. Потому что, во-первых, все меняется очень круто, и, возможно, ваш бизнес выживет или вырастет благодаря именно этим современным технологиям. Второй момент. Очень много, ну, скажем, специальностей порождает эта индустрия. И, возможно, вы станете этим специалистом, который сможет работать далеко за границами Кыргызстана и получать валютный доход. Почему бы и нет? Это все очень интересно, на мой взгляд, и заслуживает того, чтобы мы с вами уделили этому время. Ну, на этом, я думаю, стоит закончить передачу. Хотя есть еще очень интересный блог, который просто вот сюда не поместился. Он про NFT. Так что смотрите мой следующий выпуск. Я там чуть более подробнее расскажу, что такое NFT и как на этом можно заработать. Всем удачи!